Вопиющая ситуация сложилась в Покровске. Дома, построенные в самом начале реализации программы по переселению из ветхого и аварийного жилья, уже признаны аварийными. Жильцы двух домов по улице Заводская утверждают, их переселили из одного барака в другой. Подробности в сюжете Виолетты Засимовой. Дома по улице Заводская под номерами 17/1 и 17/2 начала строить в 2010 году подрядная организация «Илинбестех» по заказу мэрии Покровска и в рамках набиравшей тогда обороты программы по переселению из аварийного жилфонда. В феврале 2011 года 32 семьям в торжественной обстановке вручили ключи от новых квартир. Новоселы отправились осматривать новое жилье и испытали первый шок. Мало того, что дома были деревянные, на деревянных сваях, так изнутри они даже не были толком отделаны. Я, допустим, пришла в свою квартиру, у меня эти бревна выпирали, вот эти, где вот эти состыковки, мы сами болгаркой пилили, выравнивали. Изначально сразу же линолеум уже был, видно, что он уже такой ходил ходуном, потому что линолеум постелили, просто там ничего нету, там просто так доски набросали, нечесанные доски, сверху кинули линолеум и скотчем приклеили, все, бета на этом. Шокированные предоставленным жильем граждане начали отказываться от заселения и хотели вернуться в свои аварийные дома. Но там уже успели отключить тепло и электричество. Им ничего не оставалось, как вынужденно въехать в деревянные коробки. Скрипя сердце, жильцы начали делать внутреннюю отделку сами на свои средства, попутно обнаруживая все больше строительных косяков. В тот же год в одном из домов крыша дала течь. Обнаружились проблемы с сантехникой и канализацией. Постепенно деревянный дом начал оседать. Организация, строившая дом, объявила себя банкротом и, соответственно, не стала выполнять свои гарантийные обязательства. И никто ничего же не делает. Отказ, денег нету. Гарантия 5 лет. 5 лет гарантии мы таскались, сколько комиссий вызывали, сколько мы в прокуратуру ходили, Следственный комитет, сколько здесь писали этих администраций, приходили, жалобы писали. Вот и ныне там. Никакого сдвига нету. И в Москву писали, и везде. В прошлом году проведенная независимая экспертиза показала, что дома находятся в аварийном состоянии, а они не простояли даже 10 лет. И вновь жильцы оказались в длинном листе ожидания. Мы в эту программу не вошли. Они сказали, вы получили, вы с этой программы вышли, теперь мы вас на новую очередь ставим по новой. Это на 26-й год. А будет ли еще эта программа до 26-го года? Вообще неизвестно. Очень много вопросов возникают к людям, которые принимали такие дома в эксплуатацию. В следующем сюжете мы расскажем, кто и как принимал эти дома. Также услышим официальный комментарий Министерства строительства Республики. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус.